Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Наталья Нейковчина. Приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». В конце 70-х годов общество верило, что туберкулез побежден. Врачи в это время получили в свое распоряжение целый спектр эффективных лекарственных средств. Почему в 21 веке общество продолжает страдать от этого недуга, постараемся выяснить сегодня. У нас в гостях Дмитрий Саин, доктор-хабилитат, заведующий отделением менеджмента и мониторинга туберкулеза в Институте фтизиопульмонологии имени Кирилла Драгунюка. Добрый день, рады приветствовать вас у нас в гостях. Добрый день, чот салям камера. И Лаура Цуркан, заведующая отделением эпидемиологии заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости. Здравствуйте. Наши передачи ведутся в формате телемоста. Сегодня с нами беседовать будет студия ТВ города Камрата и моя коллега Елизавета. Елизавета, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, своих гостей. Здравствуйте, Наталья. Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Когда-то эта болезнь была смертельной, и она называлась чехоткой. И уже не секрет, что огромное количество знаменитых людей погибли в результате этой болезни. Это и Антон Павлович Чехов, это и Фредерик Шопен, это и известный всем русский писатель и критик Николай Александрович Добролюбов, умерший от этой болезни в 25 лет. И другие знаменитости. Список довольно-таки большой, однако болезнь эта не дремлет и по сегодняшний день. Поэтому сегодня мы еще раз хотим поговорить об этой коварной болезни, расскажем вам о ситуации в Гагаузии, проанализируем вместе с участниками центральной студии и с нашими участниками, со студентами, всем вместе, как помочь этим людям в борьбе за жизнь. Итак, представлю участников в нашей студии. Сегодня у нас присутствует Владимир Николаевич Рыбалко, врач-эпидемиолог, заведующий отделом контроля и профилактики трансмиссивных заболеваний. Здравствуйте. Алена Борисовна Козырь, заместитель начальника Главного управления здравоохранения, семьи и защиты населения. Здравствуйте. А также во второй части нашей дискуссии примут участие и студенты Камратского педагогического колледжа. Здравствуйте, спасибо всем, что пришли принять участие в нашей программе. Итак, Наталья, мы готовы с нашими участниками к беседе. Передаем вам слово. Господин Саин, почему слово «туберкулез» вызывает страх у наших современников? Да вы знаете, потому что туберкулез – это инфекционное или, я не боюсь сказать это слово, заразное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку. Есть случаи и передачи заболевания туберкулезом от животных. В частности, если употреблять в пищу коровье молоко не кипяченое, сейчас везде во всех странах его в магазине продают после пастеризации. Это не грипп, это не другие респираторные инфекции, тоже которые передаются воздушно-капельным путем через контакт с больным человеком, но все-таки... То есть туберкулез передается воздушно-капельным путем здоровому человеку? Да, от больного здоровому человеку, обязательно. А какова статистика заболеваемости по Молдове на сегодняшний день? Ну, на начало этого года заболеваемость была 112 на 100 тысяч населения. В целом, по всей республике, включая Приднестровье, включая и пенитенциарные учреждения, то есть тюрьмы по обоим сторонам Днестра. Между прочим, всегда во всех странах заболеваемость туберкулезом в тюрьмах превышала заболевание населения гражданского в десятки раз. А почему такая большая разница? Ну, во-первых, потому что туберкулез – это не только инфекционное заболевание, но и социально, так сказать, социально обоснованные заболевания. И там, где неблагоприятные условия проживания, а это именно в тюрьмах, где большая скопленность людей, где условия, конечно, не такие, как на воле. Поэтому и там заболеваемость выше
в десятки раз. А число заболевших сократилось или увеличилось на сегодняшний день? Ну, ведь это идет на 100 тысяч населения. Поэтому вот если я могу привести конкретные цифры, которые у нас как по статистике, вот возьмем за последние 5 лет. В 2011 году у нас заболеваемость везде, во всей республике, была 114 на 100 тысяч населения. Сейчас, я как уже сказал, заболеваемость в 2013 году 110. И постепенно уменьшается. Тогда, вот скажем, есть самая высокая заболеваемость у нас была в 2005 году. Можно сказать, что тогда это была какая-то эпидемия? Нет. Дело в том, что в 2001 году была внедрена, начало внедрения стратегической программы Всемирной организации здравоохранения ДОЦ, так называемая. Стратегия ДОЦ, которая была разработана для стран, ну, откровенно говоря, для бедных, потому что для того, чтобы меньше не так бросалось в глаза, говорили для стран слабого развития, слаборазвитых стран. Но это одно и то же. Госпожа Цуркан, туберкулез можно предупредить с помощью вакцины? Ну, начнем с того, что, как уже было сказано, туберкулез является также социальная болезнь. Но на сегодняшний день вакцина, которая существует, вакцина БЦЖ, она делается детям, а для взрослых эта вакцина, ну, к сожалению, на сегодняшний день неэффективна. Она делается один раз при рождении, получается? Она делается один раз, вакцинация при рождении, и ревакцинация делается в 7 лет, когда ребенок идет в школу. Это получается на всю последующую жизнь защита, можно так сказать? Можно так сказать, нет, нельзя так сказать, можно так сказать, что ребенок только защищен от коварных форм туберкулеза, а взрослое население, к сожалению, не способно справиться, вакцина не способна справиться. Но на сегодняшний день существует испытания другой вакцины, которая, ну, надеемся, в скором времени мы ее получим. Пока что идет только на животных тестирована эта вакцина, которая будет предупреждать эту болезнь и для взрослого населения. А есть какие-то предупреждения этой вакцины для маленьких детей? Которая у нас в стране? Да. Ну, которая у нас в стране, она защищает маленьких детей от коварных форм туберкулеза. От нее никаких негативных последствий для организма не имеется? Ну, начнем с того, что эта вакцина имеет специфическое введение, то есть внутрикожно. А если ее делать глубже, чем внутрикожно, то бывают поствакцинальные реакции, такие как холодные абсцессы или же другие последствия. Последствия, то есть, да. Это от неправильного применения. Неправильного введения этой вакцины. А какие факторы риска заражения туберкулезом можно выделить? Ну, как фактор риска, прежде всего, начнем с того, что ослабленный иммунитет, то, что касается человека, ослабленный иммунитет. И дальше идет факторы риска, которые, ну, нездоровый образ жизни, злоупотребление алкоголем, наркотиками, табакокурение, также и другие факторы, которые уже относятся к... Которые могут спровоцировать, получается. Которые могут спровоцировать уже жилищные факторы. То есть такие, которые не проветриваются помещения, скопление людей. Этого никак нельзя допустить, потому что идет как фактор риска. Елизавета, вот такой вот диалог состоялся у нас в студии. Интересно узнать, как в регионах борются с этой проблемой. Передаем вам слово. Спасибо, Наталья. Но прежде чем мы начнем дискуссию у нас в студии, я бы хотела попросить операторов центральной студии включить и показать нам сюжет,
подготовленной студией АТВ. Гораздо более высокому риску заболевания туберкулезом подвергаются люди с ослабленной иммунной системой. При наличии каких-либо жалоб на состояние здоровья следует прежде всего обратиться к врачу. Большое значение имеет также распространение среди населения знаний о туберкулезе и мерах борьбы с ним. Это болезнь легких, очень неприятная болезнь, очень нехорошая, трудноизлечимая. Но если не вовремя не лечится, оно постепенно начинает там развиваться и переходит в туберкулез. Особенно те, которые курят, они вообще быстро заболевают. Я думаю, нужно соблюдать гигиену личную. Туберкулез, он заразный, и лечиться надо, чтобы окружающие, не заражать окружающих. Основным направлением отечественной медицины является профилактика туберкулеза среди населения. Каждый человек должен знать, что такое туберкулез и как следует предохранять себя от этого заболевания. Существует программа, мировая программа по контролю и борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции туберкулеза, совместная программа. В этом контексте хочу сказать, что вопрос контроля и профилактики туберкулеза, он находится на государственном уровне. В мире существует глобальный план контроля и профилактики туберкулеза по 2015 год. Также Всемирная организация здравоохранения проводит эту работу под гидой «Остановить туберкулез». Больным, которые... У нас есть, я скажу, что 2 вида больных, да, с устойчивой формой туберкулеза и который простой туберкулез, неустойчивый. Вот которые неустойчивые формы, они получают талоны ежедневно 35 дней на питании. Вот это поддержка для больного. Для которой устойчивой формы им ежемесячно тоже выдается 350 лей. Тоже для питания, чтобы человек мог, если не имеет возможности, хотя бы как-то питаться и получать на это наше лечение. Широкие предупредительные мероприятия повышают эффективность борьбы с туберкулезом, приводят к снижению уровня заболеваемости, что будет способствовать постепенной ликвидации туберкулеза в нашей стране. Проходите вовремя флюорографию, полезно для вашего здоровья. Владимир Николаевич, вроде бы мы уже шагнули далеко в своем развитии в медицине, однако вот туберкулез до сих пор как бы непреодолим. Существует. Да. Скажите, пожалуйста, вот как обстоит ситуация у нас в Гагаузии или по Камрату на сегодняшний день? Эпидемиологическая ситуация у нас в районе характеризуется тем, что получается показатели, главные показатели, они стабилизировались на одном уровне. Например, заболеваемость у нас за последние годы от 46 до 50 случаев, это в абсолютных цифрах, или же составляет 98,8 случаев. То есть показатели, основные показатели эпидемиологические, это заболеваемость, болезненность у нас немножко выше, ниже, где-то на 20-32% ниже, чем в среднем по Республике Молдова. Значит, на возрастную группу 20-49 лет, самая молодая, активная, работоспособная возраст населения, на нее приходится 57,7% от всех заболевших активной формой туберкулеза. И что еще характерно, что 78,8% больных туберкулезом приходится на неработающее население. Это тоже плохо. И такие заболевания, как деструктивные формы туберкулеза в 2013 году составили 36,3%, и бациллярные формы 20,4% среди всех случаев активной формы туберкулеза. Они немножко ниже, чем по Республике Молдова, но это говорит о том, что в районе существует резервуар туберкулезной инфекции. То есть продолжать, не надо успокаиваться, что у нас показатели немножко лучше, а нужно бороться, делать все для того, чтобы люди вовремя обращались, проходили лечение и заниматься профилактикой. Смертность от туберкулеза у нас тоже немножко снизилась. Если у нас 2 года назад умерло от туберкулеза 8 больных человек, то
в 2013 умерло 5 человек. Характерной особенностью является то, что все 8 больных туберкулезом, которые умерли, являются мужчинами. А в 2013 году из 5 умерших от туберкулеза 1 женщина и 4 мужчины. Это говорит о том, что женщины все-таки они соблюдают здоровый образ жизни, своевременно обращаются за медицинской помощью, выполняют качественно все рекомендации медицинских работников, вовремя обследуются, регулярно получают препараты противотуберкулезные, поэтому они быстрее вылечиваются, и смертельных случаев среди женщин почти не имеется. Далее еще хочу остановиться на таком моменте, как значит, своевременное выявление больных туберкулезом. Бывают даже такие случаи, когда больной получает лечение, потом он уезжает за рубеж в поисках заработков, прервав лечение, и уже возвращается из-за рубежа, уже больной туберкулезом в очень запущенной хронической форме туберкулеза. То есть больные не придают этому значения, и хотя почему... И потом опять уезжает на заработки. Да, у нас в том году прибыло из России 12 больных, уже будучи больных туберкулезом. То есть они там работают в адских условиях, очень тяжелых, скученность большая в одной комнате, там и кашляющие разные, нарушают режим питания, режим отдыха, материальные бытовые условия у них там плохие, в результате чего они уже приезжают к нам в Республику Молдова, в частности в наш район, для того, чтобы лечиться от туберкулеза, но уже запущенная форма, уже приезжает, они вынуждены к нам приехать. То есть они уже знают, что они заболели? Да, то есть проблема с мигрантами, я бы сказал, сейчас стоит на первом месте, потому что они как раз способствуют, раз он приехал бациллярный, значит, он уже может распространять заболеваемость среди окружающих контактных в тех местах, где он проживает. Алена Борисовна, а скажите, вот какая социальная поддержка предусмотрена для этой категории людей вот у вас, и какую социальную помощь вы им оказываете? Вот по ролику врач говорил, фтизиатр Анастасия Тукан, что им выделяется на питание 350 леев. В основном люди, имеющие такое заболевание, все являются инвалидами 1, 2, либо 3 группы. В первую очередь они получают пенсию по инвалидности. Также они могут обратиться к нам за социальным пособием и на летний период, и на отопительный. Они имеют право на заявление на социальную помощь на семью. В зависимости от их пенсии, от их материальных благ, и считывается программа, их выплата. Получают они также на отопительный сезон. В этом году это было 250 леев в месяц на семью. Также они, так как они являются инвалидами в основном, они имеют право на дорожно-транспортные выплаты. В этом году инвалиды 2 группы получали 216 леев, инвалиды 1 группы 432 лея. Ко Дню инвалида, как всем известно, это 3 декабря, День инвалида, через фонд поддержки населения были составлены списки лиц, которые представили нам справки от фтизиатра, необходимый пакет документов. Мы включали на списке ко Дню инвалида на материальную помощь в размере 300 леев, если это является инвалидом. Это одноразовая помощь? Это да, это одноразовая помощь. Также они имеют полное право раз в 11 месяцев подать через фонд поддержки населения на материальную помощь. За этим они должны обратиться с необходимым пакетом документов в примарию или к социальным ассистентам. Оформление документов – это сложная процедура? Нет, это не сложная процедура. Если, в зависимости, конечно же, от членов семьи, сколько в семье проживает человек. Это в основном справочка о составе семьи. Справка, имеют они квоту, не имеют. Копии, удостоверяющие личности членов семьи. Справочки в ТЭК, либо пенсионных удостоверений. В зависимости от того, кто в доме проживает. Эти справки можно, если это житель Примарии, если это житель города Камрад, то это буквально в течение 15 минут можно все справочки собрать, подойти к социальному ассистенту и заполнить эту анкету заявления. После того социальный ассистент вводит в программу, где дальше уже проверяет специалисты, есть супервизор, который проверяет эти все заявления
и считывается размер выплаты. Выплаты бывают разные, выплаты как могут быть от полугода до 2 лет. Это в зависимости, конечно, от программы. По истечении полугода человек опять может подать документы на социальное пособие. Да, на повторное социальное пособие. Хотели что-то добавить? Да, тоже насчет материальной поддержки. Я хотел бы сказать, что ежегодно у нас примирии активно участвуют в вопросах материальной помощи больным туберкулезом. Например, только в том году примириями оказана материальная помощь на сумму свыше 19 тысяч лей. Больным туберкулезом, у которых очень плохие материальные бытовые условия. Кроме того, примирии, то есть когда выезжаем в населенный пункт, выезжает эпидемиолог, фтизиатр, семейный врач, и идут в этот очаг, расследуют подробно. Потом эта группа врачей докладывает примары о результатах состояния этого очага, и примары берут себе на заметку и уже выделяют в том или ином ракурсе материальную или же другую помощь. Например, у нас также практикуется эти семьи, большинство семей очень в плохом материальном состоянии. Некоторые примирии даже оказывают помощь в смысле выделяют им бытовые стиральные машины, у них даже не имеется стиральных машин, даже не имеют некоторые обычных... примирии вы имеете в виду у нас по району? Да, по району, я имею в виду, по району. Кроме материальной помощи, они также помогают еще и моющими средствами, стиральными. Это не говорю, что везде, где есть возможность, бэушные стиральные машины, они оказывают тем семьям, где большое количество проживает людей, для того, чтобы активно проводилось мероприятие по уничтожению факторов передачи туберкулеза. Спасибо. Владимир Николаевич, может ли туберкулез подстраиваться под другие болезни? И какие органы заряжаются еще кроме легких? Да? В основном мы знаем, что это легкие. Но кроме легких может быть туберкулез костей, туберкулез лимфатических узлов, туберкулез почек может быть, туберкулез кожи, туберкулез глаз. Но самым таким опасным является туберкулез органов дыхания, туберкулез легких, так как он передается от больного человека окружающему населению. Поэтому, значит, он является как бы трансмиссивным таким заболеванием. И по отношению к нему, конечно, проводятся такие серьезные мероприятия в разрезе, значит, регламентирующих документов Минздрава Республики Молдова. Наталья, вот такая ситуация у нас в Гагаузии, и мы передаем вам слово. Госпожа Цуркан, заболеть туберкулезом другого человека можно только при тесном контакте, либо мимолетное какое-то воздействие? Ну, заболеть туберкулезом чтобы заболеть туберкулезом, нужны определенные условия. Начнем с того, что нужен быть тесный контакт между больным и здоровым человеком. То есть в общественном транспорте, на каких-то общественных мероприятиях человек не имеет такой большой расположенности? Нет, не имеет такой большой расположенности. Но эти условия должны быть, ну, во-первых, тесный контакт, длительный контакт. И также должны быть условия, которые благополучны для развития уже болезни. То есть вредные привычки, субалиментация этого человека, нехорошие условия жилищные и также ослабленный иммунитет этого человека для того, чтобы болезнь развивалась. А какие методы обследования на туберкулез на сегодняшний день самые эффективные? Ну, на сегодняшний день, если человек на сегодняшний день, у него наблюдается кашель где-то в течение 3 недель, какой-то кашель, который не проходит, подозрительный, он должен обязательно обратиться к своему семейному врачу. И уже он пройдет, семейный врач направит на рентген, и он сделает рентгенограмму, где можно будет посмотреть, обнаружить, да. Также будет микроскопию мокроты и сделает уже диагностику, раннюю диагностику лечения, что очень важно при лечении туберкулеза, вот в раннее выявлении. К сожалению, времени осталось совсем немного. Камрад, передаю вам слово.
На сегодняшнюю нашу передачу мы пригласили студентов Камрадского педагогического колледжа, и нам было очень интересно узнать мнение молодежи. Я сейчас передаю слово своей коллеге Ольге, передаю вам слово и молодежь. Что думает по этому поводу молодежь? Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемые гости центральной студии телеканала «Регионал». Сегодня к нам участвовать в нашей передаче пришли студенты Камрадского педагогического колледжа, с которыми сейчас мы и выясним, что они знают об этом заболевании, что еще хотели бы узнать. Девочки, студенты, скажите, пожалуйста, вот вы зачем пришли сегодня к нам на передачу? Нам бы хотелось узнать много полезной информации, которая бы нам подсказала, что нужно делать в той или иной ситуации, чтобы не заразиться этим, то есть этой болезнью. А вам зачем нужна такая информация, которую вы сегодня узнали? Ну, мы будущие родители, мы должны знать и дальше уже действовать как надо. Как поступать в этой ситуации. Ну и что полезного узнали вы сегодня? Мы узнали для себя очень много полезной информации, которая нам пригодится также в будущем. Мы будем работать с детьми. Вы педагоги будущие. Да. Сегодня у вас есть возможность задать вопросы врачу, эпидемиологу, который, я думаю, ответит. Смелее, кто из вас хотел бы? Пожалуйста, Александра. Меня зовут Александра, и меня интересует такой вопрос. Достаточно ли финансирования государства для больных туберкулезом? Достаточно ли финансирования государства? Я бы сказал, что недостаточно. Нужно в разы увеличить выделение финансов, именно чтобы эти финансы шли целенаправленно на те семьи, где очень тяжелое материально-бытовое состояние. Меня зовут Рима, я хотела спросить такой вопрос. Я слышала, что больным туберкулезом нужно по-особенному питаться. Скажите, как правильно питаться больным туберкулезом? Питаться? Да. Питаться нужно разнообразно. Нужно, чтобы преобладали белки, меньше углеводов и меньше жиров. Побольше растительной пищи должно быть. И, значит, углеводы здесь нужны, так как больной требуется очень много калорий, но жиры должны преобладать растительного происхождения, не животного, а растительного происхождения. И нужно питаться регулярно, минимум 3 раза в день. То есть должен соблюдаться оптимальный режим питания у этих больных туберкулезом. А для того, чтобы это все соблюдалось, нужны, конечно, финансовые средства. Которые выделяются? Которые выделяются там и фтизиопульмонологическая служба, там 35 лей дает ежедневно, они дают талоны на 35 лей каждому больному. Он идет в магазин, отоваривает их на продовольственные товары. И примерие еще, примерие, понимаете, как они оказывают 1 раз в год материальную помощь. Это, конечно, крайне распределить неудобно. Недостаточно, да. Хорошо. Я думаю, местные органы власти, если они видят, слышат нашу передачу, может, они каким-то образом в этом году постараются проникнуться этой болезнью и увеличить финансирование больных туберкулезом. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Если человек излечился от туберкулеза, то это окончательно или нет? Контактный? Окончательно. Если человек уже вылечился, если человек уже излечился от этой болезни, то это окончательно можно сказать, что... То есть туберкулез излечим, да, можно сказать? Да. То, что долго лечится, это индивидуальная схема лечения каждого больного туберкулезом. И уже окончательное выздоровление его зависит от того, какая была у него форма туберкулеза, какое он получил лечение, какая стадия. И окончательное заключение о том, вылечился он и как вылечился, делает фтизиопульмонолог. Но вот эти лица, которые переболели туберкулезом, они еще будут длительное время находиться в группе риска, то есть под особым наблюдением будут стоять они у семейного врача. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я бы хотела спросить, где и как в Камраде можно провериться на наличие туберкулеза? Где и как? Для этого вам нужно пойти к семейному врачу.
сказать, что вас беспокоит, какие у вас признаки, что вы думаете о туберкулезе. Семейный врач вам назначит соответствующие обследования. Обычно, если в первую очередь он назначит вам флюорообследование. Если у вас есть мокрота, назначит двукратное исследование мокроты. Потом уже по результатам флюорографического обследования, для того, чтобы уточнить более подробно диагноз, где находится какой-то очаг у вас туберкулеза, назначат вам рентгенографию, консультацию фтизиопульмонолога, и дальше они доведут вас до конца, или туберкулез есть у вас, или же он у вас будет исключен. Спасибо, Ольга. И я еще раз хочу поблагодарить сегодняшних наших участников за такую интересную беседу. И подводя итоги нашей дискуссии, хочу сказать, что в Молдове смертность от туберкулеза, по оценкам экспертов, почти в 3 раза превышает средний уровень в европейских странах. По статистике, в прошлом году на каждые 100 тысяч жителей нашей страны 82 страдали от туберкулеза. Примерно на этом же уровне статистика держится и до сих пор. Еще раз напомню, что в дискуссии на тему «В борьбе за жизнь» приняли участие Владимир Николаевич Рыбалко, врач-эпидемиолог, заведующий отделом контроля и профилактики трансмиссивных заболеваний. Спасибо вам за участие. Алена Борисовна Козырь, заместитель начальника Главного управления здравоохранения, семьи и защиты населения. Спасибо вам, Алена, за участие в нашей программе. А также огромную благодарность хочу преподнести нашим студентам Камрадского педколледжа, которые сегодня так активно задавали вопросы. Спасибо вам, девочки, за участие. С вами была ведущая Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание и берегите свое здоровье. У нас в гостях были Дмитрий Саин, доктор-хабилитат, заведующий отделением менеджмента и мониторинга туберкулеза в Институте фтизиопульмонологии имени Кирилла Драгуника, и Лаура Цуркан, заведующая отделением эпидемиологии заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинации. С вами была Наталья Нейковчина. До скорых встреч!